Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Выйдет ли любимый человек на связь? С чем он придет? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Представьте этого человека мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, назовите его по имени. Выйдешь ли ты на связь и с чем ты пожалуешь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим на человека, на его планы, мысли и поступки. Я вам, мои дорогие, сразу скажу, человек к вам стремится, очень стремится, хотел бы к вам прийти, прискакать, прибежать, но есть ограничения. Он сейчас в ограничениях. Смотрите, вот он, видите, вышел такой. И его как будто бы за руки, видите, сзади другой человек привязал. Видите, другая фигурка привязала за руки, держит его. Сидит он где-то в заперти. Ну, утрированно говорю, заперти, да, кто-то им очень умело и правильно управляет, руководит и его не пускает. То есть он под ограничениями. Смотрите, к вот этому огромному столбу он привязан вот этим человеком. Знаете, этот человек, он как будто бы энергетически голодный. То есть это явно идет манипуляция, это явно, это человек типа мой, принадлежит мне, никуда не пущу. Это может быть жена, бывшая, может быть мама, может быть даже друзья, может быть начальник на работе, который, как говорится, все соки выжимает из вашего любимого человека и не пускают его, ну прямо-таки к вам не пускают, да, жизнь ему не дают. У него здесь такой большой, смотрите, якорь, да, и он же ключ. Этот человек, он под очень серьезными обязательствами, жизнь его нелегкая. Особенно сейчас очень много всего на него свалилось. По якорю он заякорился в делах, в работе, в каких-то заботах на него навешали, навязали, приковали, обязали. Понимаете, вот он вообще вырваться не может. Огромное желание к вам, но вырваться он не может. Он не знает, как ему себя проявить, с какой стороны подойти, как с вами разговаривать. Знаете, по телефону, либо мессенджер он отклоняет, потому что это слишком, знаете, как, ну, недостойно, да, неуважительно по отношению к вам. Вот у него такая мечта, такое представление, что нужно приезжать с цветочком, с подарком, удивлять, восхищать, звать вас куда-нибудь в хорошее место. А у него просто банально на это сейчас нет времени, да и возможности, если честно сказать, у него тоже нет. Знаете, я не удивлюсь, если ваш человек сейчас какие-то чужие, может быть, даже долги выплачивает, за кого-то что-то платит, последние деньги мог кому-то отдать. Здесь запросто может быть. Человек очень добрый, открытый, но податливый. И знаете, вот любой может его как ребенка обмануть. Ну, как говорится, с 3 короба ему навешать, да, и человек вот уйдет и будет помогать и делать. Конечно, а после он понимает, что над ним поглумили, что его обманули, что его использовали. Но это не первый раз и не первая ситуация, когда он попадается именно на своей доброте, на своей вот какой-то безграничной, не знаю, открытой большой душе. Это не первый случай. И, к сожалению, скорее всего, не последний. Знаете, не будет вот этого управителя, манипулятора, найдется другой. 3, 5 и 10. Если бы вы, вот девушки, которые смотрят гадания, если бы вы были пожестче, если бы вы были там, я не знаю, такие более прожженные, да, скептичные, настроенные на себя, за себя, то, конечно, бы вы могли этого человека, ну, как говорится, захомутать, да, уже давно бы ваш был. Но вы нет, вы очень правильная, вы очень честная, открытая, у вас души очень похожие, поэтому вас друг к другу тянет.
Вы оба такие добренькие простячки, извините, что так говорю, но вот прям идет. И поэтому, ну, злые люди, да, и злые обстоятельства не позволяют вам соединиться. Мало того, здесь может быть ситуация, что соперница могла увести мужчину, и его там и шантажируют, и манипулируют, что только не делает. Он ее не любит. Вот если он с другой женщиной, вообще чувств, эмоций нет, душа, вот сам он рвется к вам, ваши отношения, вы ему нужны, о вас он мечтает, но там его уж сильно держат, понимаете, слишком сильно его зацепили. Мужчина объявится, здесь вышла цифра 4. Это может быть у кого-то 4 часа, у кого-то 4 дня, а у кого-то, ну, может, даже 4 недели. Он объявится, понимаете, вот он вырвется. Здесь именно идет на личную встречу, потому что крайний случай — это, конечно, там звонить, писать. Он не желает этого делать, чтобы вас, ну, не обидеть, да, и тем более... Ну, звонком он не удовлетворится, ему очень важно вас увидеть, до вас дотронуться, да, подышать с вами одним воздухом, ощутить ваш аромат, понимаете, вот чего он хочет. Поэтому обязательно он объявится. Объявится он, скорее всего, с очень какими-то сбитыми объяснениями, потому что вам всего рассказать он не сможет. Не сможет не потому, что... не желает, а потому что, ну, во-первых, там все очень сложно, все очень запутанно, и если его спросить, каким образом, да, кто его держит, он и сам ответа не даст, потому что слишком много вот там наносного, понимаете, слишком много там интриг и каких-то вот секретов и тайн. Этот человек, он должен пройти свой путь сам. Вы не сможете его ни переубедить, ни уговорить, ни упросить. Этого не случится. Он должен повзрослеть. Сейчас он добрая душа, который вот нараспашку: пожалуйста, кому что угодно, я все сделаю. Но пройдет время, и под страхом потерять вас, потерять любовь и потерять надежду на счастье, этот мужчина активизируется и начнет вести себя более, ну, уверенно, брутально, и в его лексиконе появится слово «нет». Это должно произойти. Ваша встреча вообще не случайна. Вы ему идете как такой, знаете, мотиватор. Вы его стимулируете на то, что нужно жить своей собственной жизнью и не распыляться по сторонам. Поэтому дайте ему время, дайте время повзрослеть. А кто-то, вот и просто честно говоря, да, я вижу, что кто-то не дождется этого человека, потому что, ну, слишком непонятный его образ жизни, и постоянно будет вопрос о вот этом манипуляторе. Почему? Почему он поддается на манипуляцию? А кто-то из девочек таки дождется и будет вот той феей, той богиней, тем ангелом-хранителем, который этого человека спасет. Человек крайне одинок, у него одиночество, у него, вы знаете, ему даже, может быть, и поговорить не с кем. Вот такая может. У него может быть семья, он может жить в этой семье, там родители, там, я не знаю, дети, жена, но говорить ему не с кем. Он там как белая ворона, понимаете, все только ему приказания дают: сделай то, пойди туда, для нас это, ты должен, ты обязан. То есть у него вот постоянно какой-то вот список, да, лист идет, чего он должен и кому что обязан. И, возможно, он живет так всю жизнь, да, всю свою сознательную жизнь, его так приучили, может быть, даже с самого детства. Без отдыха, без продыха. А вот с вами он действительно расслабляется. Когда он думает о вас, он отдыхает, у него голова отдыхает, его сердце наполняется теплотой и нежностью. Знаете, вот эта ваша встреча ближайшая, да, через 4 периода времени, она не будет какой-то судьбоносной, либо она не будет нести в себе какую-то очень серьезную смысловую нагрузку. Нет, это просто вот увидеться, вдохновиться и понять, вот по глазам вы будете у друг друга читать, что вы к друг другу неравнодушны, что вы друг другу нужны, что есть любовь, что есть ощущение, что есть счастье, и что вам хочется быть вместе. Это подпитка, вы друг друга подпитываете, вы даете друг другу надежду на счастливое будущее, на радость бытия, на то, что все мечты могут осуществиться. Понимаете, вот такая встреча произойдет. Не ждите от него каких-то конкретных предложений, каких-то серьезных разговоров. Этого, к сожалению, не будет. А может быть, даже и к радости. Просто сейчас, на сегодняшний момент, ему-то и предложить нечего. Ну что, свои цепи он может предложить, да, то, что он там скован по рукам и ногам, только лишь это.
Кстати, у кого-то в прямом смысле может отыграться, что человек находится под судом, либо человек, например, в местах заключения может находиться. Вы, например, не знали, либо вы знаете. То есть человек не свободно идет. Вот как ни крути, он не свободный. На минуту сегодня, сейчас не свободный человек. Им управляют. Вот кто-то дает ему указалочку, что делать, куда идти и чем заниматься. У него очень много страхов. Страхов относительно будущего. Ему очень сложно принимать мысль о том, что вы можете его оставить, что любовь не для него, что счастье для него, что не будет у него какой-то большой любящей семьи, что он не справится, что он не сможет за себя постоять, что вы там в нем разочаруетесь. Он себя периодически накручивает. Мало того, кто-то в его окружении его тоже может на эту тему накручивать. Вы знаете, есть такие противные люди, которые пытаются всех там, я не знаю, запугать, застращать. Вот что-то происходит такого плана. А вы, вот девочки, которые смотрят, у вас тоже очень много сомнений. Мой ли это мужчина, не мой, стоит, не стоит, почему так странно себя ведет. Вы вроде как головой понимаете, да, что у него могут быть дела, работа, ответственность, но сердце-то просит любви, сердце-то просит ласки, заботы, а от него как-то очень скудно это все поступает. Мало. И постоянный вопрос, нужна, не нужна. Плюс и он такой, знаете, он не может раскрыться, он не может рассказать о всех своих чувствах и эмоциях. И у него как-то язык с костями, да, не всегда у него получается даже, на вопрос на ваш ответить, понимаете, он такой молчун, бурчун, сложно с ним общаться. И у многих прям такое иногда разочарование бывает и печалька, да, что же дальше будет с этим человеком, если сейчас он молчун, а что же дальше будет, как с ним там проблемы решать, там детей рожать, либо там воспитывать, либо там дом поднимать. То есть у вас очень много вопросов. Вы ждете этого человека, я вижу, что очень ждете, что очень надеетесь на то, что он как можно скорее, вам тоже хочется личного свидания, встречи, прикосновений, этого хочется, энергетики его хочется. У вас похожие чувства, похожие эмоции, но вы, в отличие от этого мужчины, более свободный человек. Даже не так, не более, а свободный человек. Вам не нужно ни у кого там отпрашиваться, выпрашивать разрешения. Вы идете и поступаете так, как вам хочется. И вам тут трудно его понять. Но поверьте, он к вам душой, он к вам сердцем, но из-за того, что он под управлением находится, кстати, несколько людей могут быть, ему очень сложно. Вырвется из этого управления, да, вырвется, пройдет время. Он должен это все осознать, принять и потом за себя побороться. Какое будущее вас с ним ждет? Давайте посмотрим, да, какие перспективы у вас могут быть с этим человеком. Вообще, стоит ли голову морочить, да? Так, какие перспективы у вас с загаданным человеком? Так, но в перспективах здесь любовь. Здесь могут быть общие дороги, но мне не очень нравится то, что постоянно кто-то третий будет присутствовать, да? Постоянно его будут где-то дергать, выдирать, и, прям, я не знаю, там, заставлять что-то делать. Вот опять же таки, вот здесь знак магического воздействия. Смотрите, вот человек магичит на Луну. И это общее гадание, да, я не буду здесь утверждать, что он замагиченный, но честно скажу, либо он под магией ходит, либо у него действительно на него очень сильно психологически давят и влияют. Здесь нужно конкретно разбираться и в каждой конкретной ситуации смотреть, да, что происходит. Но человек этот не владеет своей жизнью. Вот как хотите, либо по той причине, либо по другой, он сам себе не принадлежит. Может, карма у него тоже такая, да, там многие факторы могут сыграть на этого человека. Как с этим бороться, тоже нужно смотреть отдельно, но я скажу так, что у этого человека буквально вот к концу года будет возможность все это обрубить. Ему выпадал шанс на то, чтобы освободиться от этих пут, от этих цепей. Как он воспользуется этим шансом, это можно посмотреть в другом гадании, да, но на сегодняшний день, на вот сейчас, да, я не вижу ответ на этот вопрос. Я вижу, что он будет бороться, и вы тот человек, который его вдохновляет на то, чтобы приобрести эту свободу, на то, чтобы начать жить какой-то новой полноценной жизнью. Этот человек, мне его искренне жаль.
Понимаете, мне его жаль, потому что я вижу, что он хороший человек, я вижу, что его обижали по жизни, причем обижают до сих пор, достаточно жестко обижают. Но то ли он слишком мягкий, то ли он робкий, то ли он действительно намагиченный. Он сам позволяет себя обижать. Вот такая идет ситуация. Что касается ваших перспектив, то здесь может быть и пара, и общий дом, и дети могут быть, и любовь, и счастье. Все это может быть. Но мне не очень нравится, что это всего лишь опять вышло перспективой. Я не вижу, что это будет. Я вижу, что это возможно. Один из вариантов. То есть, смотрите, либо он сбросит ярмо и пойдет, например, в новое счастливое будущее, скорее всего, с вами, либо он так и будет таким, ну, ишачком, да, осликом, на которого там загружают полностью, и он все на себе тащит, терпит. Девочки, не расстраивайтесь, ждите своего любимого, дарите ему любовь, общайтесь с ним, подумайте честно, вот себе ответьте, насколько этот человек вам нужен, важен, готовы ли вы принимать такого человека, который нуждается в защите. Не он вас будет защищать, а сам нуждается в защите. Человек неплохой, но слабенький. Вот он идет слабенький. Нужно понять, что с ним не так, и уже, конечно, дальше от этого отталкиваться. В других гаданиях будем смотреть дальше, что будет у вас с этим человеком. Ну а на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.